Да, надо же так, а? Как только человек начинает говорить, Светик ушел в центре, не здесь, а в центре. Поэтому тем самым и Wi-Fi ушел. Я говорю, в центре свет ушел, вот поэтому Wi-Fi тоже ушел. Так что на будущее, если 20 числа типа подобное будет, все отменяется, переносится на 21. Это учтите. А то такой ответственный день, сразу вот так Wi-Fi у меня не будет, тогда вообще ничего не будет. Лучше так, правда? Ну так красиво ушел. Вообще. Маленькое такое, буквально 1 секунды не стало и все. Даже МТС ушел отсюда. Очень даже. Этот ножик завтра уйдет, если не ошибаюсь, в Магадан или Приморский край. Здорово казахстанцам. Рифленая ручка. Не что-то, а давно делает так. К березы. В таком рифленом цена не очень-то добавляется. Ну, маленько-то добавлю и все. А так рука не скользит. Вообще не скользит. Так, узоры никто не заказывает. Узоры получаются сами собой. Вот. Тут и гарда не нужна. Вообще конкретно держит. Некоторые говорят, аж больно, если долго там работать таким ножом. Но это вряд ли. Другие там, перегибая палочку, и говорят там буквально на лапах, на ладонях там пузырьки появляются после работы таким ножом. Почему? Потому что у них тупой нож. Вот поэтому. А если нож острый? Удовольствие. И все. Вот. А так вещь. Конкретная вещь. Вот. Ножны вот такие. Подвесной. Привет, Москва. Подвесной. Вот, ошейник. Типа так. Немножко остановлюсь плюсом и минусом ошейника. Плюс. Ножны не теряется, это уж точно. Минус, когда нагибаетесь, ножны тоже вместе с вами. Вот. Еще один. Краснодар, здорово. Вот так вот. Взял сразу
поработал. И вот обратно. Все. Еще очень важный плюс, когда у тебя толстая одежда, одежда, особенно зимняя и так далее, не надо там ковырять через большие такие толстые одежды, через телогрейки и так далее. Не надо. Замок приоткрыл, ножик вот тут взял, поработал. Грязным не будешь там. Привет, прямое. Засунул обратно. Нож всегда в тепле и рядом. Да, ползать с ним неудобно, конечно. Ну, можно вот сюда там. Где это самое, полицейские? Нету так. Мне ничего нету. Ни ножа, ничего. Все, пошел. Ну, тогда из Магадана тоже привет, магаданцам. Ну, практично. В этом году осенью практиковался на шейнике, который там есть на видео. Посмотрите. Харрис как разделывает малыш. Ну, это размер 14 большой. У тебя ножик, если 10-8, маленький такой перо, тут вообще классно. И тоненькая веревочка кожаная. Вообще маленький ножик практичный очень. Почему? Большим для колбасы, для хлеба, да, достаточно. Хлеб где-то так, правильно? Все, можешь там. А маленький можешь его хлеба повернуть, правильно? Правильно. Вот. На рабочее это место где-то вот так получается. Даже вот так всего. Когда разделываешь, шкурку снимаешь. Правильно? Ну, поработай там 20-сантиметровым или 8-сантиметровым. Ну вот, такая вот разница. Сейчас нужно вот такие, обратили внимание, волшебной кисточкой. Сделаем из него геликваген. Но гелик не получается. Но на новый вид нового поддержанного Lexus будет. О! Мнение изменилось? Нет? Да, один минус бычьим хвостом: сохнет, цвет теряет. Надо его время от времени потереть. Здорово. Вот так. Масло. Маслом, хоть растительным, хоть сливочным, но чтоб кожа пропиталась. Особенно в сухом квартире. Можно и пальцем, без разницы. Самый огромный, ни с чем не сравнимый плюс: этот нож не тонет. Такими ножными бычьим хвостом не тонет. Держится на плаву, как поплавок. Ну, вот так же. Там внизу, один из первых видео, можете посмотреть. Ну вот. Отдай. Еще она засохнет. Пока сохнет, задаем вопросы, а то в глазах закрывается.
Че, вопросов у матросов нету? У ножа зонная закалка? Нет. Сатинирование. Пропитано чем? А этот нож, да ничем, масло, естественный свет, капа. Да, практичней. Больше не нужен. Так, ближайшая выставка в феврале у нас в Якутске. Дарханус будет юбилейный. Ближе все сообщения видны. Угу. К 23 февраля обычно до него бывает. Чего там не видел? Который час у вас? 20:47. Вот. Скрыть все сообщения. Угу. Выделивайте. Объясните еще, что я выделываю. Чего, как. Весной буду, да, обязательно. Спасибо. Бычий хвост. Ну, в мерах разумного показывай и все. 17-18, ножны кожа, 20-ка, бычьим свыше 20-ки. Еще вопросы есть? Че, вопросов нет? Ну и слава богу. Так, еще раз повторюсь. 20 числа, примерно в это время, наверное, или еще раньше, конечно, подойдет. Пишите вопросы. Батарея, рукоять батареи сквозное. То есть кончик, рукоять, кончик, всю рукоять. Тяжелая, да, но надежная. Где будет последний конкурс? Чего? Якутский. Конкурс чего? Красоты? Босонозик. Ну, завтра я обзор делаю конкретно по ножам. В Якутске. Он имел в виду выставка. Ну, ближе 23-му. От Атюрях. Так. Не надо там сверлить. Есть другой метод. Хақлы ряхны, да, побахла. Вон Бәге мере батеду на касавит, ипте. Батас. Кемере батя на я була билларен. Бәгенеттен би батя орон тария бирен орох бәһәп. Котхон була котхон я карабатия. Ана билларен. Хажана каннас каче премиум манны барда бар болар. Анан туханангыт. Самое главное, улахан проблема
самый большой вопрос, как у жены деньги взять. Игорь Вахти. Кавери говорим, лабы уже спидапы. Ну все. У БТИ есть разница, подпрошу левшу. Ну что ты шпионишь, все знаешь. Линза, не линза. Ну, ребята, особенно центральные регионы России, у вас слишком много мусора информационного. Да, понимаю, там кто-то кричит больше, кто-то, да, с Австрии. Кто-то понимает, кто-то кричит, кто-то одеяло на себя тянет. Там у вас там конкуренция сами собой, цены снижают и так далее, и так далее. Но это часть бизнеса, конечно. Но я хочу, вчера тоже сказал, хочу напомнить, повториться. Надо отличать от подделки настоящую. Вот и все. Тоже касается и ножа, и БТИ. А где делают это все? Где делается якутский нож? В Нижнем Новгороде? Я не знаю, в Москве? Ну, когда есть такие мастера, сами делают, сами пытаются там распространяться и так далее, настоящую делают. Ну вот, якутского кузнеца надо приобрести. А то там сами себе много-много чего попридумали. Левша для правши, правша для левши. Имеется в виду про БТИ. Да, я видел эти видики-шмидики. Да, они ученые, всезнайки. Да, они учат, как надо делать, как не надо делать. Вообще профессионалы, красавчики. Ну вот и все, ответы. Кому как, да, финансовое есть такое. Недешевое, да, действительно. Но настоящее есть настоящее всегда. Несмотря на плохое, несмотря на некоторые неудобства и так далее, ожиданиям и так далее. Понимаете, истина и правда всегда сильнее, несмотря ни на что. Вы это прекрасно понимаете. Вокруг темнота. Вообще темнота. За темнотой дальше темнота. И так далее, и так далее. Вообще конкретно миллиардные тонны темноты. Вообще. Вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. В этом пространстве маленькая одна штука спички сера зажигает. А где темнота? Спрашивается. Вот и с истиной то же самое. Так что выбор за вами. Пока, как говорится, с этим не закончим. 20-го, после 20-го как-то остается 10 дней. Спасибо, ребята, спасибо. Вот. Углеродкой я расстался, но вернусь. Угу. Да, есть действительно два вида
да, любителей ржавеющей стали и любителей блестящей, нержавеющей. Да, есть такое. Но, несмотря ни на что, несмотря даже то, что теоретически, практически уступает, углеродка реально уступает, по идее. Не по идее, а точно уступает. Даже не 2, не 3, а 5 раз уступает по резу. Вот. Среди них и считается как бы уже булатная технология. Она ржавеет, темнеет. Но булат есть булат. Булат есть булат. Но это уже совсем другой. Это как на звезды считать. Вон звезда, вон звезда, вон звезда. Вот такие уровни конкретно. Но в мире самые лучшие индийские и иранские булаты пока не уступают. И не уступят. 400-300 лет тому назад сотворили в кустарных условиях, без электричества. Ну, это совсем другое дело. Совсем другой разговор. Я про это, ну, что, ребята, жизнь только начинается, творческая деятельность как бы то же самое. И дойдет до этого, там и поспорим, там и поговорим. Не только поговорим, буду учить уже. Так надо делать, так не надо делать. То же самое есть. Қайдыра тақылы жүкте. Тимур. Вот. А так, до этого, конечно, только углеродкой. Только углеродкой. На самая знаменитая Г-65 в наших краях. До сих пор знаменитая. Потом ШХ, подшипники, 9ХС, У-10, там, и так далее, так далее. Да и вам советую, кто начинает. Не надо сразу на космос лететь, как бы. Вообще, в кузнечном деле не прощает ошибок. Ты должен познать с нуля по уровню. Не можешь там перепрыгнуть целых 3-4 этажа. Это невозможно. Но будешь наверняка, если у тебя есть такой талант, а потом ты же не знаешь основу, ты не знаешь фундамент. Вот. Вот и все. Но если ты знаешь фундамент, и ты построил свой фундамент, ну вот тогда у тебя есть багаж, опыт. Ну, будешь тогда не только учить, но уже исследовать можно и так далее, так далее. О, 9 ровно. Бабам. Ну вот, этот красавчик утречком обзорчик будет. Протестирую. Попросил человек, хозяин. Вот. Видео сниму и по почту отправлю завтра. Вот так детское время пришло. Через несколько часов вставать, чтобы порадовать своих клиентов. Трудимся, трудимся. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Угу. На дня 9 ножей уже. Работы много, ребята.
Спасибо за комментарии. Всем спокойной ночи, а остальным удачи.